мой золотой прилетел. Ребенок маленький. Здравствуйте, друзья! И снова с вами Лара Володина. Коротко о некоторых наших больных и выздоравливающих. Черный щеночек, которого назвали Чебурашка, вывезенного из ППЖ щенка. Из аэропорта его отвезли в клинику, в стационар. Сдали много анализов, ждем результаты и вердикта врачей. Чебурашка очень резвый ребенок. Даже с высокой температурой он не может сидеть на месте. Аппетит хороший, что радует. Но вот с насморком есть проблемы. О диагнозе и лечении мы вам обязательно сообщим. Нашего щенка, черненького Лоту, окончательно решила оставить у себя семья. Семья, которая взяла ее передержать, но они полюбили нашу девочку, привыкли уже к ней, и вопрос решен. Она остается в семье. Вы спрашиваете о четвертом котенке, спасенной от усыпления мамки-кошки. Он остался в Якутске. Нашлась очень хорошая семья, и Рыжик наш чувствует любовь и заботу. С ним все в полном порядке. А сегодня еще один рыжий котенок уехал в семью. Приезжали знакомиться всей семьей и выбрали рыжего котенка. Поэтому еще одно маленькое существо обрело свое счастье. А наша чудом выжившая Линда, ее не узнать. Сейчас она выглядит здоровой собакой, у нее хороший аппетит, и она наводит свои порядки. Нужно решать, что делать с Линдой дальше. У нее оказался сварливый, нетерпимый характер. Видимо, Линде нужно жить одной собакой в семье. Мы спасаем в первую очередь тех, кто сам этого просит, кто делает первый шаг навстречу человеку. Какие-то собаки просто не отходят от волонтеров. Они следуют за человеком. Кто-то стремится обратить на себя внимание, лезет высоко на решетку в ППЖ или прыгает невероятно высоко.
Бывает и так, что собака уже перестает надеяться и понуро сидит в углу, опустив голову. Мимо таких тоже очень сложно пройти. А теперь о Баре. Этот белый красивенный песик. Когда к нему подошли волонтеры, чтобы покормить, Барри решил, что пришли за ним. Он прилип к девушке и не отходил ни на шаг. Потом стал следовать за ней. Словно просил о помощи. Не еды просил, а именно помощь человека. Пришлось его забрать. И в первый же день обнаружилась кровь на подстилке. Повезли в клинику. Диагноз – венсаркома. Венсаркома, она лечится. Единственное – это время и еженедельные процедуры. С трудом нашли лекарство там, в Якутске. Это химия, и Барри начал получать лечение. Прошли первую капельницу. Ему так же, как человеку, плохо от этих капельниц. Но Барри мужественно переносит, терпит эти капельницы. Он очень хочет жить, он жизнерадостный ребенок. Ну а мы должны ему помочь, насколько это возможно. Должны просто, обязаны. Давайте вылечим Барри, и обязательно он приедет сюда, в Москву. Барри находится на платной передержке, за которую надо платить. На процедуры, на химию, капельницы еженедельные, также надо находить человека из зоотакси, чтобы отвезти, побыть с ним на этой капельнице 2-3 часа и потом привезти назад на платную передержку. Сами лекарства, сами процедуры, все это стоит денег. Люди, пожалуйста, помогайте нам. Лечение венсаркомы на передержку, на усиленное питание, на все нужно деньги. Чтобы спасти собаку, без денег просто невозможно. Пожалуйста, помогайте нам. Нам очень нужна ваша помощь.